Хайрлы күннәр, яңа сулыш тапшыруы өчен дәвам итә. Студияда Ләйсән Хурматуллина. Добрый день. В Яровской средней школе Илутровского района провели военно-спортивную игру «Зорница». Для всех тех, кто еще не знает, что это такое, внимание, наш следующий сюжет. Необычная идея собрать учеников с области пришла в голову известному выпускнику Яровской школы Нурдину Ибрагимову. 13 февраля, без сомнений, надолго останется в памяти ребят. Не каждый день офицеры приезжают в деревенскую школу и делятся опытом. Я хочу представить своих друзей, боевых, честно говоря, с кем служил, с кем приехал к вам. Значит, каждый из них легенда, каждый из них прошел славный путь. Значит, в пограничных войсках. Первой ласточкой зимних игр стало проведение лыжных соревнований в прошлом году. Тогда участвовали только ученики Яровской школы, а также жители деревни. В этом же году Зорница объединила сразу 5 школ, представляющих Нижнетавдинский и Илутровский районы, деревню Казарова и город Тюмень. Детишкам нам отрадно отметить, что приехали издалека, киндерские ребята приехали с Тюмени. И просто общение ребят нам интересно. Значит, что, думаю, им запомнится вот это общение, вот эта поездка им надолго запомнится. В актовом зале была организована работа музея боевой славы. Экспонаты были привезены специально для соревнований из Тюмени и Илутровска. Подготовили и выставку вооружений. Ребята познакомились с историей российских пограничных войск, узнали о боевых традициях от ветеранов-пограничников. Первый этап – торжественное построение и приветствие команд. В смотре песни и строя принимала участие вся команда, то есть 12 человек. Главный критерий при оценивании – это умение четко выполнять все команды, делать повороты и развороты, также строевая ходьба с речевкой и песней. Одно из самых сложных заданий – это разборка и сборка автомата Калашникова на время. Но и это не испугало ребят. Второй этап – проверка физической подготовки. Здесь ребята перепрыгивали через овраг с помощью каната, сбивали мишени, проходили через минное поле. Напомним, что правила игры разработала Зоя Кротова, учительница из Пермской области. Впервые ее провели совместно с военными 23 февраля 1964 года. Целью игры было военно-патриотическое воспитание советской молодежи. Сегодня действительно состоялось интересное мероприятие в честь 95-летию пограничных войск. Учитывая то, что я сам когда-то служил в погранвойсках в качестве радиотелеграфиста, для меня было это очень интересно участвовать. Особенно в наше время для молодежи вот такие мероприятия военно-патриотического характера, духовно-патриотического характера, они имеют особое значение. Соревнования окончены, ребята отдыхают. Этим временем жюри подсчитывает баллы. В итоге первой оказалась команда деревни Новотьялова, вторыми стали хозяева, ребята деревни Яр. Бронза досталась 52-й Казаровской школе. 4 и 5 места отправились в школу деревни Киндер Нижнетавдинского района и в 9-ю Тюменскую. Biz Tübentavide rayonuna Kinderli orta mektebinden kildik. Bu şaşırtığa biz bir şahatız, birinci defa katlaşıyoruz. Okuşlarımızda bir şahat bana. Hem indi biz 4. orun aldık, layıklı 4. orun aldık. Hem gelecekte indi biz ele algı ürlerini alırız bizden. Hem 21 fevral günü biz özümüz mektepte de şunduk bayramını ütkərgə жинабыз. Hem bu bizge nıq hazırlık bulduk ölüm. Мероприятие данное мы планировали его давно. Я приезжал в школу, согласовывали здесь с коллективом школы, руководство, они радушно приняли предложение и решено было. Мы хотели 20-го, но перенесли на 13-й, потому немножко она получилась скомканно. Но первым блинком, я думаю, что это войдет в традиции, мы исправимся. А то, что получилось и нам судить, а будет судить уже по результатам данного мероприятия. Не хотелось бы, чтобы это для галочки, а что-то запомнилось ребятишкам. Основную свою задачу «Зорница-2013» выполнила. Создался крепкий, целеустремленный коллектив, объединенный дружбой. Яровская средняя школа стала отличной площадкой для начала замечательной традиции – объединяться и вместе набираться опыта, а также помнить о славном подвиге наших предков. У нас в студии сегодня самый настоящий военный, майор запаса Нурдин Нурулхакович Ибрагимов. Именно в его родной деревне Исяд по-татарски, да, и прошли спортивные соревнования. Нурдиновы, был ли общественный резонанс? Добрый день. Конечно, был и общественный резонанс, и звонили, и интересовались, почему именно в Яру, почему так далеко могли выбрать место
здесь поблизости в Тюмени и привлечь больше. Нет, мы тоже боялись, значит, как что получится первый блин всегда комом, потому попытались здесь в родной моей школе, приехал я к коллективу в школу, значит, обратился. Вот, они восприняли это хорошо и решили, значит, составили вот, примерно, значит, положение о проведении этих соревнований, разослали по школам, которые, значит, изъявили желание поучаствовать. Ну и стали готовиться к этим мероприятиям. Ну, подготовка, значит, времени мало было, потому, значит, при проведении определенные были, значит, шероховатости. И мы это знаем. Ну, ничего страшного. Да. Для них новое, а для нас это не новое. Это раньше у нас в Союзе проводились такие мероприятия во всех школах, значит, и в масштабе школы сперва, а потом в районном масштабе, в области, и даже ездили на всесоюзные такие военно-патриотические игры «Зорница» и «Орленок». То есть, была получается, традиция. вы сами участвовали, да, в этой игре? Да, я, значит, будучи школьником, участвовал Я пока в этих налегчаю. мероприятиях. И мы, значит, всегда относились очень серьезно к этим играм. И призы, которые мы доставали, значит, нам вручали, мы до сих пор, наверное, в школах хранятся, потому что это были ценные трофеи. Мы гордились этим. А чем отличается вот современная зорница от, допустим, зорницы 60-х годов, когда вот она только зародилась? Ну, в те годы, во-первых, наверное, участвовали фронтовики. Вот мы всегда привлекали участников Великой Отечественной войны. Вот мои, значит, бытность, всегда мы знали про своих ветеранов, даже до слова самого, буквально все. Я могу вот сейчас, вот сколько лет прошло, о каждом из них сказать вот пару слов. А в каких-то школах уже успели побывать Мы с этими же, допустим, музейными выставками? музейные выставки, которые мы выставили в Яровской школе, мы выставили в Центре татарской культуры здесь, в Тюмени. Эти недели посещали тот курс, значит, самый вот, Заречный микрорайон, школьники посещали. Мы там дежурили и отвечали на все вопросы школьников, проводили занятия, показные такие, значит, самые, и рассказывали о службе в вооруженных силах, в частности, о пограничных войсках. У вас очень много выставок оружия, какие-то образцы, макеты застав, видеофильмы про Афганистан. Вот что больше всего вызывает интерес у ребят? У ребят вызывает интерес то, что малоизвестные страницы, наверное, потому что вот участие пограничников в афганской войне – это уже белая страница, много непонятно и много ничего не знает, потому что это была секретная миссия наших пограничников. Вот, это отдельная история, это только после войны, значит, уже спустя 20-30 лет, значит, начинаем только узнавать, оказывается, они там были и участвовали в боевых действиях, и погибали, и это выполняли те задачи, которые перед ним поставлены. И это, значит, вот до сих пор было как-то, значит, под грифом секрет. Вот, старшеклассники вот в этом плане, значит, много вопросов задают. Почему? Вот. Потому что это были войска Комитета госбезопасности. Вот это им все объясняется. Нурдиновой, а в следующем году будете проводить зорницу? Или, может, что-то еще новенькое Мы придумаете? пытаемся, значит, мы сейчас разработали, вот, отправим в этом году один из классов нашей пограничной направленности набережной Челны для участия во всероссийском соревнованиях. Вот, она не зорница называется, но военно-прикладной виды спорта там преобладает. И проводит его тоже, значит, Совет пограничников России. И мы эту команду готовим. Вот. В этом году мы у себя в рамках, значит, нашей областной организации тоже подростковые клубы, значит, в мае месяце будем проводить такие, значит, соревнования. Здесь у нас в Тюмени, в сквере пограничников. Это да, это в деревне Казарова. Да, в деревне Казарова. Мы его будем проводить. Вот такие у нас планы есть, посвященные 95-летию наших пограничных войск. Нурдинова, сегодня 23 февраля. Поздравляем вас с этим замечательным праздником. Спасибо. Я хочу поздравить всех защитников Отечества, значит, настоящих, будущих. Ну и это не только мужчин касается, сейчас много служат женщин в армии. Всех, кто имеет отношение, значит, к защите нашего Отечества, с праздником, здоровья, благополучия и добра в семьях. Спасибо огромное, Нурдинова, что пришли. Вам спасибо, что пригласили на эту передачу.
Бүгінгі шул барлық ир туганнарыбызны, аталарыбызны, энелерибизни бәйрәм белән котлап калабыз. Хуш сау булыгыз.